Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутии после прохождения ледохода началась навигация, на реках открываются паромные переправы. По каким направлениям будут организованы в этом году пассажирские перевозки водным транспортом, об этом и не только поговорим с гостем студии Семеном Коркиным, заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха. Семен Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот открылась навигация. Давайте сначала, наверное, поговорим о том, что было. Вот какая работа была проведена для того, чтобы все успешно прошло. Ну, если коротко, то у нас навигация действительно нынче по другому сценарию развивается, поскольку водность реки очень маловодность наблюдается, теплая погода, стоит жаркая, можно сказать. И в целом в рамках подготовительных мероприятий все мероприятия по выморозочной работе, по подготовительной работе, формированию плавсостава, по вооружению судов, они в полном объеме выполнены. На сегодняшний год мы планируем 767 единиц флота, в том числе где-то порядка 60 единиц крановой техники. Это в основных базовых портах это Речной порт, Нижнеянский, Куйге, Зырянки, Тикси, Ленский, которые у нас задействованы в период навигации. В целом, в ходе самой навигации, если рассказать, то у нас река Лена скрылась раньше установленных сроков. У нас гарантированные габариты устанавливаются приказом Росморечфлота. Например, в верховьях Лены на 4-5 дней раньше наблюдали скрытие, чем установлены у нас по программе. На сегодняшний день гарантированные габариты действуют до устья реки Вилюй. В ближайшее время ожидаем, что в июне уже планируется, чтобы до острова Столбы, то есть по всей протяжении Лены будет открыта. Обстановка у нас действует на малых реках, это малые реки Амга, Вилюй, Алданском районе, и по участкам открыто на сегодняшний день уже по реке Колыма, где уже выполняются наши перевозки. А если говорим об объеме грузов, вот сколько планируется перевести в этом году? По объему грузов нынешнюю навигацию планируем 1 200 000 грузов. Это по сравнению с прошлым годом порядка на 100 000, чуть больше. Это связано с угольной, у нас депонация там и так далее. Вот объемы чуть-чуть скорректированы. И северным морским путем мы тоже планируем нынче порядка 100 000 тонн грузов тоже перевести. Каменный уголь, нефтепродукты. Ну, это в основном Янскую группу районов. Скажите, вот вы отметили, что будет задействованы единицы речного флота, да, там и краны, и большегрузы. А что касается маломерных судов? По маломерным судам тоже на сегодняшний день соответствующие приказы мы приняли. Здесь регулируется Министерством транспорта по согласованию с ГИМСом и органами местного самоуправления. У нас уже в первых числах июня, это 3 июня, мы ожидаем заречной группы районов и открытием для маломерных, именно для некоммерческих. И 12 июня будем открывать уже с северных районов: Аймыканский, Момский, Верхоянский, Верхнеколымский, Жиганский, Алюнёкский, и 17 июня в арктических районах, где уже после прохождения паводка, после того, как безопасно будет ходить, осуществлять перевозки, это сроки мы открываем именно для маломерных судов, которые люди в основном используют. Что касается надзорных регистров, например, вот Якутск, Нижний Бастиях, у нас на сегодняшний день перевозки выполняются судами уже, скоростными судами, уже тоже вот пассажирские перевозки у нас тоже рядом находятся. Именно вот социально значимые маршруты у нас есть, такие понятия есть, это именно которые труднодоступных населенных пунктов, например, маршруты есть такие, как Якутск, Алюкмыск, Ленск, например, Витим, Ленск, например, на Янской группе районов у нас мы субсидируем тоже вот Усть-Куйга, Нижнеяск, например, и на реке Алдан такие тоже перевозки осуществляются, и на реке Марха, который тоже является, таких маршрутов у нас 12, и мы уже поэтапно нынче будем уже перевозки тоже осуществлять. За программой тоже у нас денежные средства предусмотрены. Ну, хотелось чуть больше, там порядка потребность у нас 150-160 миллионов. Ну, к сожалению, у нас лимиты ограничены, 95 миллионов, поэтому на сегодняшний день по имеющимся деньгам закупки и процедурные моменты у нас все спланировано, проводится, и поэтому тоже начиная с июня уже рейсы по некоторым маршрутам уже начаты. Это Витим, Ленск, и по
Алюкомск, Ленск у нас грузовые суда уже и пассажирские суда уже вышли, а по основным направлениям уже в начале июня тоже должны, как обычно, уже осуществлять перевозки. Давайте продолжим тогда тему пассажирских перевозок. Вот паромная переправа тоже ведь начинает уже свою работу, пока в тестовом режиме, потому что обещали, что с начала июня появится определенное количество паромов, по крайней мере, по направлению Якутск-Нижний Бестях уж точно. Вот здесь какие-то меры, может быть, по линии министерства вашего принимаются для того, чтобы совершенствовать работу паромных переправ? Да, конечно, работа паромных переправ в целом на территории республики это очень системная работа, поскольку здесь задействованы практически все муниципальные образования, которые имеют земельные участки, администрации Ленского бассейна, которые выдают разрешения, проверяют соответствие документов с точки зрения безопасности, регистр, который принимает судно. Поэтому здесь очень системно работаем. Например, на сегодняшний день действует 14 переправ, из них уже функционирует, это практически в центральной части республики у нас все паромные переправы. Что касается вот Алдан, 2 перевозчика, Кангаласы, вот вчера один перевозчик, одно судно уже вытащил Кангаласы, Сотенцев, вот и в Хангаласском районе уже 4 судна работают. Что касается Якутск и Павелюйской группы районов, тоже работа тоже такая же спланирована. У нас паромные переправы на Вилюю тоже все на сегодняшний день работают. Что касается по сравнению с прошлым годом, на Вилюю река очень раньше скрылась тоже. И паромные переправы они чуть пораньше начали. Якутск, Нижний Бестях, например, мы 24 мая уже тоже перевозки на переправе начали. Конечно, ведется работа по техническому вооружению судов. Например, в эту навигацию уже 3 судна уже имеют ледовый класс определенный. Такая проблема была. И в соответствии с документами они не имели права вне сроков, например, выполнять. На сегодняшний день проведена работа по замене корпусов, по расширению накопителей Якутск, Нижний Бестях. Поэтому есть такие технические вопросы. С точки зрения количества паромов, тоже вот очень много обращений жителей есть о том, что 3 парома всего лишь работают. На сегодняшний день уже работает 11 паромов. Первый этап навигации, конечно, там сначала было 4 парома, 5 паромов, потом постепенно флот наращивается. До конца недели мы ожидаем еще выход 2 единиц судов именно на Якутск, Нижний Бестях переправы. И в конце навигации у нас будет количество флота доведено до 14, до 13 единиц, которые будут в пиковое время работать. С точки зрения накопителей Якутск, Нижний Бестях, нынче со стороны Нижнего Бестяха завершаем работу по благоустройству пункта ожидания именно на территории паромной переправы. Дополнительно отработали расширение полос. И как уже работаем с Мининновацией, РСИТом, нашим любимым предприятием, в части мобильного приложения, чтобы люди мониторили ситуации, где наблюдали, чтобы выбирали время, когда удобно, например, днем, вечером, будние дни, например, паромы полупустыми осуществляется. Вот, например, в пятницу, в воскресенье такие наплыв людей есть, поэтому здесь совместно с ГИБДД, совместно с транспортной полицией, дежурство и сами береговые службы, которые на паромной переправе работают, они, в принципе, оказывают в полной мере услуги. На сегодняшний день на особом контроле находятся, везде камеры есть. Это вот когда смотрим, что в накопителе происходит. Записывается, запись определенная есть. И если какие-то транспортные происшествия, даже можно, запись проверяется, выведены на службах неотложных служб, например, все видят. На в паромах тоже такие камеры у нас у перевозчиков установлены, поэтому, в принципе, с точки зрения безопасности, уже упорядочение паромных переправ, конечно, есть. Конечно, интенсивность увеличивают в выходные дни, по накоплению осуществляют перевозки, чтобы, например, со стороны Якутска отработать, например, либо со стороны Нижнего Бестяха, чтобы вывести в полном объеме. И в летний период режим работы будет увеличен в части до последнего, грубо говоря, автотранспорта. Желательно, чтобы до часа, до 2 часов, и утром тоже рано начинает, например. А вот тоже один немаловажный момент – это тарифы, которые сейчас немножечко подорожали. Да, по тарифам тоже есть определенное подорожание, поскольку в целом по Российской Федерации есть повышение у нас по дизтопливу, бензину, нефтепродуктам, которые
и по материально-техническим ресурсам. На сегодняшний день есть определенные были у перевозчиков этой части судоремонтных работ, поскольку у нас, конечно, вот, нехватка кадров, она чувствуется. И в целом с компаниями, предприятиями разработали долгосрочные программы, чтобы модернизировать суда, обновлять замену корпуса, чтобы планы мероприятия проводились в соответствии с требованиями регистра, такие мероприятия, и береговую инфраструктуру, чтобы дальше благоустраивать, дальше расширять. И это тоже, конечно, с точки зрения тарифов оно сказывается. Конечно, в абсолютном выражении порядка 20% повышения, но если по деньгам смотреть, например, легковой автотранспорт самой маленькой категории, там 4 вида категорий по легковому транспорту, например, 650 до 950 рублей, это 300 рублей повышение получается. Конечно, были у нас разногласия с перевозчиком в части нерегулируемых направлений, это пассажирские перевозки. Вчера буквально перевозчик принял необоснованное решение в части повышения до 500 рублей. За пассажира? Да, за пассажира. Вчера, по крайней мере, на уровне министерства, Госкомценом и с перевозчиками договорились, что данный тариф сегодня будет снижен до 300 рублей, чтобы, понимая то, что люди в любом случае, в основном, сельский местный житель осуществляет перевозки, например, в том же Заречном группе районов 300 тысяч человек проживает, большая часть Якутии, которые используют, грубо говоря, которые в основном сельские труженики, бюджетники, поэтому, конечно, это очень... И перевозчик тоже пошел навстречу. Чуть-чуть изменяем сейчас тариф, который Госкомцена, и, соответственно, такое решение принципиально уже есть. Для себя отрабатываем вопрос в части того, что Якутск, Нижний Бестяха будем наращивать именно, привлекать пассажирские суда скоростные, например, тот же Полесье, Валдай, чтобы у нас Валдай 45-й, чтобы Якутск, Нижний Бестях тоже в начале июня, где-то в 10-х числах июня тоже будет выполнять перевозки. И в ближайшее время тоже Рукавишников должен стабильно работать и другие скоростные суда, которые задействованы. Поэтому по пассажирским здесь вопросов не должно быть. И на сегодняшний день тариф, конечно, 1000 составляет, но где-то в июне уже он в среднем упадет до 500 рублей. А скоростники сейчас, Ленинтурфлот тоже по ценообразованию думает, скорее всего, будут определенные тоже скидки для многодетных, для стариков и так далее, по пенсионным удостоверениям. Такие тоже практика будет продолжена. По тарифам на сегодня отработали, поэтапно будет, нынче ситуация такая, что на 200 рублей, 300 рублей, в зависимости от марки машин. Ну что ж, Семен Николаевич, самое главное, что вопрос, который возник, он был вовремя урегулирован. Большое спасибо, что нашли для нас время и поделились полезной информацией. Рады будем видеть вас еще. Хорошо, спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.